Каждый, мне достаточно минут. Хорошо, давайте вот так. Мы говорим втроем, ну, как бы не очень длинно, и потом Айрат подытоживает там 3-5 минут, окей? То есть мы мне кажется, наоборот, первому лучше. Нет. Не, давай последний, как Он бы, последний может, объединяющий, чтобы... Да. То есть, ну, давай, вот вы без вдвоем разницы, последний, кто первый? Ты предпоследний, давай ты первый. Ну, пожалуйста. Давайте. Хорошо. Так, ребята, мы сейчас завершаем тему выборов, потому что мы ограничены во времени, во-первых. То есть дискуссия может быть бесконечной. Я предлагаю высказаться коротко, подвести итоги нашей беседы, дискуссии. Виктор? Я буквально меньше минуты, надеюсь. Я считаю, что выборов никаких нет. Идет спецоперация. Каждый выбирает сам, как в ней себя повести. Будет сплошная стопроцентная фальсификация, переназначение просто-напросто Путина с нарушением всех основ Конституции Российской Федерации. Все, собственно говоря, у меня. Спасибо. Противодействовать этому мы, к сожалению, не можем никак. Моя позиция следующая. Я считаю, что надо придерживаться простой очень поговорки. Делай, что можешь, и будь, что будет. То есть я считаю, что в выборах участвовать надо. Все равно бойкота не будет, потому что и КПРФ, и другие, там, и Явлинские, все будут участвовать в выборах и пошлют наблюдателей. Значит, идея бойкота, она не проходит. Она не проходит, потому что в стране лидера подобного Леху Валенции, который бы объединил весь народ, все партии, и мог бы противостоять центральной власти. Такого человека нет. Бойкота не будет. Я считаю, что надо идти на выборы. И моя позиция даже не в том дело, что я проголосую за Павла Грудина, она в том, что я не проголосую за Путина. Я бы хотел сказать нашу позицию. Мы сегодня видим, что ситуация, сколько бы мы ни говорили, сегодня нечестные выборы, они будут продолжаться постоянно. Они могут продолжаться не 6 лет, они могут продолжать еще 20 лет и более. Потому что сегодня те условия, которые мы создадим бойкотами, аналогичными действиями, мы лишь простимулируем их, то самое их экономическое благополучие, которые они сегодня боятся потерять. Необходимо сегодняшние выборы показать, и в том числе участвуя в выборах, в том числе потом протестуя против этих нечестных выборов, мы тем самым показываем, в том числе и тому новому поколению, что такое нечестные выборы. Потому что этот инфоповод, который сама власть создает, мы сами против них и разыграем. Поэтому каждым днем мы ведь понимаем, что выборы, естественно, никогда в нашей стране честными на данный период времени не будут. Но, по крайней мере, молодежь будет знать, что у нас прошли выборы, что они были нечестными, что были фальсификации. И это и есть тот самый вопрос, который мы все хотим создать, гражданское общество. И просто бойкотируя политический процесс в нашей стране, а иного процесса у нас не будет, потому что сегодня митинги, пикеты, это уж точно не тот формат, который действительно привлечет наше население к гражданской активности, к гражданскому обществу. И лишь выборы, лишь протесты, лишь участие в политических возможности, которые нам предоставляет эта власть, пусть и считает это совершенно иные интересы, и, конечно же, переназначение, это, о котором сегодня говорят, естественно, мы понимаем, что администрация президента именно этого и хочет. Но участвовать в этих процессах нам необходимо, потому что если мы этого не будем делать, не будет это делать и будущее поколение, не будет делать это и та политичная молодежь, а мы взрастили сегодня аполитичную молодежь, она сегодня совершенно не интересовалась выборов до Навального, и сегодня мы считаем, это та возможность, когда мы сможем консолидировать наше общество, по крайней мере, найти новых сторонников, убедить все больше и больше людей, что сегодня продолжать жить в этой стране с этим экономическим курсом, с этой властью уже невозможно. Поэтому я призываю 18 марта прийти на участки, проголосовать за любого кандидата, кроме Путина. В частности, я призываю проголосовать за Павла Грудинина, потому что он имеет наиболее социально ориентированную программу. И по итогу этого голосования мы действительно, по крайней мере, будем чисты перед собой. Мы будем чисты перед людьми, что мы сделали все возможное для того, чтобы эта власть, по крайней мере, увидела наш протест. Потому что игнорируя и молча, мы с 90 годов молчим. У нас люди приходят 40-20% на выборы. Мы всю жизнь бойкотируем выборы. И бойкотируя их дальше, мы больше стимулируем и помогаем тем олигархам, тем провластным чиновникам и дальше обворовывать нашу страну, и дальше обворовывать наше население, и дальше вгонять наши молодые семьи, наших молодых специалистов, наших пенсионеров все больше и больше нищету, все больше и больше деградацию. Все и понятно. Игнорировать этот вопрос, я считаю, неконструктивным. Так, Спасибо. и подытоживает нашу беседу Айрат.
Мухаммед. Ну, как-то вот философ один, по-моему, это был Сократ, отвечая на вопрос своего ученика, жениться ему или нет, ответил: как бы ты ни поступил, ты потом будешь горько жалеть об этом. А здесь точно такая же картина. Первое. Те, кто в этой, я совершенно согласен с Виктором, спецоперации будут участвовать в это воскресенье, они потом горько пожалеют об этом. Потому что их ждет страшное разочарование. Не будет ни контроля, а будут массовые фальсификации. И реальный процент, который наберет наиболее узнаваемый оппозиционный кандидат, он будет в итоговых протоколах на порядок ниже, чем он получил на самом деле. А сторонников политического бойкота тоже ждет разочарование, потому что я прогнозирую, что эти призывы в силу неграмотности нашего общества останутся неуслышанными. Но Да. я хочу все равно выразить пожелание, надежду. Значит, мне на самом деле, как говорится, идеологические разногласия — это дело второе для меня лично, если не третье. Если, допустим, КПРФ способна было бы измениться и провести определенный идеологический ребрендинг, это было бы на пользу. Но она этого делать не будет. И пока во главе лидер, который устраивает эту власть, этого, к сожалению, тоже не будет. Вот, может, новое поколение со временем это проведет, дай Бог. А вообще я хочу выразить желание, надежду, чтобы тот балаган, который мы увидим в воскресенье, и результаты которого мы, значит, увидим в понедельник утром, это был последний политический балаган в нашей жизни, в нашей стране. Чтобы мы дождались честных, периодичных, не фальсифицированных выборов. И тогда действительно можно будет, кто бы ни победил, сказать: воля народа выше закона. Ну что, ребята, спасибо всем. Пожелаем нам всем, чтобы эти выборы, которые состоятся в воскресенье, будут все-таки отличаться от тех выборов, которые были до этого.